Добрейшего настроения вам, замечательные зрители потрясающего моего канала «Адвокатские хроники». Представляете, я как-то раньше в последнее время даже не особо замечал, какие-то последние 10 лет, скажем так, с 2010 года, значит, что как-то жизнь идет, вроде пытаешься освоить высокие технологии, внедрить их в адвокатскую практику, деятельность. И замечаешь такой очень интересный момент, что вот эта вся зелень или снег зимой, да, все это было много тысяч лет до всех этих компьютеров, матрицы, шматрицы и прочее, прочее. И не исключено, очень даже не исключено, что останется. Так и хочется тут Шевчуковская, что останется после меня. Сегодня я очень плотно так поработал вместе с коллегой, которого незаконно обвинили в уголовном деянии, привлекли к уголовной ответственности. Суд первой инстанции признал его виновным. В апелляции он добился отмены, его оправдали, мой доверитель. И я понимаю, что вот эта моя ситуация, связанная с прекращением мне статуса, формальным поводом, которым стал бандана, вы помните, на самом деле это какая-то мелочь по сравнению с тем, через что пришлось пройти моему коллеге. С учетом того, что у него физические заболевания, подчеркиваю это особо, зная, как внимательнейшим образом смотрят эти черти полосатые, крови которых жаждет мой коллега, а я, как ни странно, несмотря на все свои вопли, что я метну берцу, физиономию, впря Круглова, есть такой крендель в нашей адвокатуре, в ухо президенту с маленькой буквы заеду кулаком. Но, знаете, у меня нет такого чувства мести. Как ни странно, я даже как-то, к сожалению, просто понимаю, что это люди просто отодвинули меня от моих проектов и моей работы. Но я их рассматриваю как досадную помеху, не более чем. Просто помеха разной степени сложности. Эти коррумпированные уроды, я прямо выражаю свою мысль, эти коррумпированные уроды, в принципе, они сгниют, их съедят червяки, как и всех нас. Ну, может, кого-то кремируют, кого-то сожгут. Какая разница? Ну, просто неприятно, знаете, вот эти моменты смотреть, то, что я вот слушаю вот эту грязь, читаю эти документы, которые показывает мне мой коллега, и понимаю, насколько люди в своей алчности, в своей неуемной жажде власти, в сексоголизме, алкоголизме погрязшие, пытаются что-то нам сказать. Ну, простым адвокатам, я имею в виду, юристам. Пытаются быть порядочными, как они говорят, крайне порядочными, предавая и продавая всех и вся. И мне становится страшно. Страшно за тех людей, которые нам доверяют. А кому еще остается доверять? Да, мы не врачи, и наша ошибка, она может быть не так заметна. Я имею в виду юридическая ошибка, ошибка адвоката, недобросовестность. Слово-то какое, которое любит употреблять господин Амелин. Это на самом деле все очень фальшиво и иллюзорно. Обещание юридической помощи, обещание квалифицированной юридической помощи, и на самом деле отсутствие даже не желания,
о реальной возможности эту помощь оказать. Большинство из моих коллег, по крайней мере в адвокатской палате Республики Мордовия, крайне низкоквалифицированы. Не знают, я уж не говорю об иностранных языках, о родном мордовском языке говорю. Многие не знают. И эти люди заявляют о том, что нужно соблюдать дресс-код. Да какая разница на самом деле? В бандане, в сомбреро, в сандалях. Если тебя даже в таком виде, ни в каком виде вообще не хотят ни слышать, ни видеть. Какая разница? Действительно, спит ли адвокат с судьей или не спит? Это же не влияет на решение по делу, да? Или с прокурором, соответственно. Нет никакой зависимости между судьями, адвокатами и прокурорами. У нас же абсолютно честная республика, в которой большое значение имеет внешний вид. C'est la vie. Esto es la vida loca, как поет известный певец. Берегите себя.